Вот она, кухня, вот у меня зал. Полов еще нет, стены не отштукатурены. Но Алхазур уже мечтает, как в этой комнате будет собираться вся его большая семья. Примерно у меня будет телевизор стоять или там, или в этом углу. Хозяин будущего дома показывает свое сокровище. Электрическим котлом, говорит, еще никогда не пользовался. Теперь штудирует инструкцию. Всю жизнь дрова топили. В лес ходить, всю зиму дрова таскать, потом топить. А сейчас вон котел есть, газ есть. Благодаря республиканской поддержке строить теперь, как и Алхазур, в Бамуте будут многие, а центральные улицы села встречают нас уже настоящим благолепием. Сегодня, пожалуй, трудно найти хотя бы одного человека в Чечне, который бы не слышал о стройке в Бамуте, ведь журналисты своими сюжетами превратили рассказ об этом в настоящий телесериал. Строители не подвели, к новоселью все готово. То, что многострадальный Бамут удалось возродить, жителей по-настоящему потрясло. Зам главы села Басхан Джакалаев напоминает об истинных героях Бамута, простых строителях, которые, позабыв на 2 месяца собственные семьи, не выезжали из села, работали и днем, и ночью. Глядя на эти стены разрушенного войной дома, понимаешь, работы в селе еще не початый край. Однако строители спешат успокоить. И после новоселья благоустройство в Бамуте не прекратится. Михаил Лебедев, Стаймир Хаджиев. Новости.